И это самый большой двигатель. Рустаму Минниханову показывают весь цвет татарстанского машиностроения. Автобусы, тракторы, грузовики. Продукция Made in Татарстан, который славится далеко за его пределами. За год отгружено товаров на 500 000 рублей. Еще одна гордость республики – этот многоцелевой ансат. Детище Казанского вертолетного завода. Первые машины были собраны в 2017 году. С тех пор в небо поднялись больше 80 вертолетов. На почетном месте сегодня и спортивный грузовик команды КамАЗ-Мастер. Гоночную машину создали специально для участия в международных ралли-марафонах. Надежная техника. Мы делаем очень хорошие автомобили. Очень лучшие автомобили КамАЗ, спортивные грузовики в мире. Машиностроение – одна из ведущих отраслей экономики республики. Это больше 3000 предприятий, на которых трудятся 130 000 человек. Выступая перед машиностроителями, Рустам Минниханов напомнил об историческом событии для страны – вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сегодня перед нашими промышленными предприятиями стоит важная задача – наладить контакт с новыми регионами и выстроить с ними необходимые кооперационные цепочки. Это промышленно развитые территории, где развита металлургия, тяжелая промышленность, машиностроение и ряд других отраслей. Это наша общая обязанность оказать всемирную поддержку новым регионам. Машиностроители республики достойно решают поставленные задачи в условиях санкций. Как результат, с начала года индекс промышленного производства в машиностроении составил 103%. Отрадно видеть, что благодаря такой дружной командной работе директоров, директорского корпуса машиностроительных предприятий республики, под руководством президента республики, несмотря на те сложности, которые создавались, возникли в этом году, несмотря на слом логистических цепочек, отказ поставщиков, недостаток материалов и много-много других проблем, о которых до сей глубины понимают именно как раз руководители предприятий, которые здесь в зале находятся, и они понимают, насколько сложными являются те решения, которые необходимо сейчас принимать. Тем не менее, республика позитивно движется. Сейчас в эти непростые времена для нашей страны, нашим директорам, машиностроителям очень тяжело принимать много решений, и большой объем, большой план на их плечи сейчас лег. То, что индекс промышленного производства у нас в машиностроении сейчас 103,8, я думаю, к концу года мы его нарастим, потому что объемы производства растут. КамАЗ стоит полностью на ногах, машины производятся. Ремдизель в 10 раз план поднял, еще стоит в 2 раза поднять его. Наш пороховой завод, авиационный, вертолетный, завод «Позис». Все заводы работают на полную катушку. Сегодня лучшим работником отрасли госнаграды, заслуженным машиностроителем стала Любовь Илянина. Машиностроение – это основа основ. Без машиностроения ни одна отрасль не сможет, даже пищевая не сможет. Станки, оборудование нужно, а кто изготовит? Только машиностроитель. Отметили на празднике и ветеранов предприятий. Среди них Фарид Гилязов, специалист с полувековым стажем. Наземное оборудование и станки монтируем. Разные стенды, автоматику. Все через наши руки. Особое внимание трудовым династиям. Общий стаж семьи Хусаиновых на Казанском авиазаводе почти 300 лет. Не влюбиться в авиацию нельзя, это во-первых. Во-вторых, всегда авиационный завод, всегда как был гарант стабильности, рабочего места. У нас и сын работает, у них еще тоже дети есть, может, они тоже пойдут. Главная задача сегодня – наладить взаимодействие между наукой и машиностроением и продолжить подготовку специалистов по современным инженерным компетенциям. Сегодня в республике звание предприятий трудовой доблести присвоено 17 предприятиям, 11 из них из машиностроительной отрасли. Рамиль Галиуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Набережные Челны. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.